давних времен женщина олицетворяет мир, являясь хранительницей семейного очага. Матриархальное общество древних абхазов тому подтверждение. Первое имя, пришедшее из глубины веков, Сатани Гуаща, родоначальница, мудрая руководительница и великая труженица нардского племени. Принимая активное участие в общественном производстве, абхазские женщины всегда пользовались авторитетом и уважением в обществе. Наравне с мужчинами поднимали экономику, часто занимаясь тяжелым физическим трудом. В последующие времена женщина, не всегда имея равные возможности с мужчиной, строила общество, воспитывала подрастающее поколение. В истории советского периода Абхазии женщины оставили свой след. Так, председателем Госплана была Любовь Назадзе, секретарем Президиума Верховного Совета Нелли Трапш, министром образования Тамара Кугуни, легендарная летчица Мери Авицба и другие. Сегодня мы живем в современном обществе, и как никогда актуальным становится вопрос о равноправии мужчин и женщин. В данных переписи населения на 2003 год численность женщин в Абхазии составляет более 113 тысяч человек, 53% от общей численности населения республики. Однако женщины недостаточно представлены в органах управления. Исполнительную власть представляют 13 министров, среди которых 4 женщины. Министр экономики, министр юстиции, министр труда и социальной защиты, а также министр образования. В законодательной власти в парламенте республики из 35 депутатов всего 2 женщины. Заместителем Верховного судьи Абхазии является женщина. Однако итог неутешителен. В системе власти женщины составляют меньшинство. В 1999 году у самых активных женщин Абхазии появилась идея создания организации, которая бы объединила усилия женщин и позволила бы им принимать более активное участие в общественном процессе. Так появилась АЖА – Ассоциация женщин Абхазии. Во время всякой войны на долю женщин и, конечно, детей и стариков выпадают особые испытания. И в этом смысле грузино-абхазская война тоже не стала исключением. И наши женщины, конечно, понесли огромные психологические и человеческие потери. И я очень хорошо помню, как героически вели себя наши женщины, когда отправляли своих детей на войну. Это было очень трудно, очень неожиданно все это для нас произошло, но тем не менее они сумели осознать важность исторического момента. И очень хотелось, чтобы после войны вот этот труд женщин, их жертвы были оценены по достоинству. Но, к сожалению, мне кажется, что о женщинах забыли. Сразу после войны они отошли на задний план. И, как это часто бывает, им пришлось самим выкручиваться из этой тяжкой ситуации. И, конечно, женщины оказались на высоте. Они сумели взвалить на свои хрупкие когда-то плечи всю тяжесть послевоенных испытаний. И все мы прекрасно помним эти годы, когда из-за блокады только женщины могли пересекать границу по реке Псоу, что, конечно, привело к очень серьезным изменениям в структуре абхазской семьи, в распределении ролей. Сложилась совершенно иная ситуация, когда, хотя мужчина фактически и оставался главой семьи, как правило, добытчиком и главным распределителем ресурсов стала женщина.
Еще во время войны как-то вот женщины собирались, и что мы могли делать, чем мы могли помочь. Мы образовали пресс-центры какие-то, вот были, организовывали встречи с теми, кто приезжал, приглашали людей, которые могли бы как-то вот говорить о наших вот бедах, нуждах. И уже после войны мы, все, кто там работал, почти собрались в Министерство информации и печати, а когда его расформировали, ну, как-то мы привыкли, был форум, потом была война, потом вот, все эти движения как-то сплотили нас, и мы думали, что нам нужно продолжать работать. И вот самое интересное, что первая женская организация была в Пицунде создана, Ассоциация женщин Пицунды. И Людмила Лолова, она очень активный человек, и, в принципе, вот идея исходила от нее. Когда Наталья Нурьевна пригласила несколько человек, я тогда работала в парламенте, и мы очень долго обсуждали, стоит ли создавать такую организацию, для чего ее создавать. Это же тяжелые времена, они и сегодня не самые лучшие, но все же то, что создавалось 6 лет назад, это было совсем по-другому, когда женщине было очень тяжело, но мы понимали, что нам надо помочь и стране, и самим себе, и одновременно и мужчинам дать возможность. Ну, уже пора заниматься делами, которые могут вывести нас на какой-то путь, который будет созидательным, этот путь. Ну и таким образом создалась организация. Она, может быть, очень тяжело вначале шла. Может быть, у многих женщин были другие надежды. Но, тем не менее, она состоялась, она держится, она работает. Она работает по всей Абхазии, кстати, понимаете? От Гала до Псоу. Это очень важно. Я понимала, когда вот мы стали встречаться, ездить по регионам, что женщины мало что знают вообще, что такое, что они могут делать, что они могут решать. Это для меня самое главное. И, конечно, второе – это миротворческий процесс, который был. Потому что после того, что мы пережили, я думаю, что женщина должна взять в руки этот процесс. Я имею в виду участие в этом процессе. Женщины наши, вот мы как стали ездить по регионам, мы стали встречаться с ними, конечно, удивительные. Для меня очень много открылось нового, очень интересного. Очень заинтересованы женщины встречаться, очень заинтересованы в этих новых процессах, которые происходят у нас в Абхазии. В 1999 году мы провели республиканскую конференцию женщин, и в результате родилась Ассоциация женщин Абхазии, которая не претендует ни на какую политическую роль, но тем не менее нацелена на то, чтобы женщины имели право голоса, по крайней мере, в общественных делах. Пока Ассоциация женщин Абхазии не заявляла о своей позиции во время каких-либо выборов, но, возможно, в будущем это будет происходить. Мы будем меняться, и наша организация, возможно, как бы станет более амбициозной. Но на сегодняшний день вот мы как-то стараемся работать с женщинами, чтобы они осознали, что женщины могут сделать очень многое. Международный опыт показывает, что те страны, где доля женщин в парламентах достаточно высока, то есть не менее 30-40%, отличаются более низким уровнем коррупции. Я совершенно не хочу сказать, что все женщины очень честные, порядочные. К сожалению, это не так, но практика показывает, что женщины очень ответственны, что для них, как правило, общественные и государственные интересы находятся на первом месте. Я вообще считаю, что самое главное в государстве – это воспитание детей. И если у нас не будет сделано так, чтобы наши дети получали нормальное образование, у нас будущего не будет. И это очень важно. И я считаю, что именно женщины могли бы сделать в этом направлении очень много. И поэтому я считаю, что женщины должны идти во власть. Я считаю, что у женщин огромный потенциал. Не потому, что они лучше, просто они не хуже и знают не меньше. Может быть, женский взгляд на те же проблемы, женский подход решения этих проблем позволил бы нам разрешить какие-то вопросы более безболезненно, более продуктивно.
Именно в этом я как бы вижу свою задачу. Мы все прекрасно видим и знаем, что как бы средний контингент чиновников в большей степени представлен грамотными, профессиональными женщинами. Но когда вопрос встает о том, чтобы занять какую-то ответственную должность, предпочтения отдаются мужчинам. Вот существует такое заблуждение, что ничто не мешает женщине сегодня. Пусть выдвигаются, пусть побеждают, вот просто они не хотят. На самом деле нет равных условий. Хоть в Конституции написано, что все равны, независимо от пола и так далее. На самом деле вот такого реального равенства возможностей, конечно, не существует. Женщина, у которой есть семья, дети, у которой гораздо слабее финансовая база, чем у многих мужчин, она не может на равных соревноваться с мужчиной. И вот надо создать такие условия, чтобы все-таки женщины смогли проявить себя. Чем бы мы ни занимались, это может быть частный сектор, это бизнес, это может быть государственная служба, может быть это просто общественная деятельность или даже политическая. У нас очень грамотные женщины, профессионально, я бы даже очень высоко оценила их профессиональную подготовленность, опыт жизни колоссальный. И надо женщин убедить, что все, чего бы они могли достичь, все это зависит непосредственно от них. Во всех наших, во всей нашей законодательной системе продекларировано равенство возможностей для участия в тех или иных процессах. Но женщин что-то сдерживает. И наша деятельность направлена на то, чтобы снять барьеры, сдерживающие их активность. Но в последнее время в основном у нас идут проекты по усилению женщин. Вот мы ездим по районам, проводим семинары, встречаемся на местах. Это сельские регионы, это региональные центры Абхазии, это Ткварчала, Чимчира, Гал, Гудаута. Я считаю, что очень большое дело мы сделали для восточного региона тем, что отремонтировали фельдшерские пункты. Достали деньги, и в 5 селах, первое это было Тамыш-Куто, где была восстановлена амбулатория, а затем мы получили проект на 5 сел в Очимчирском, Галском и Ткварчалском районах. Люди получают медицинскую помощь на месте. Это очень важно, потому что бывают случаи, когда они, не успев получить помощь, погибают. А это ведь очень важно, чтобы люди получали медицинскую помощь сразу же, как она им понадобится. Существует проблема заболеваний венерических. Проблема, уже у нас появились люди, большое количество людей, больных СПИДом. У нас нет возможности решать эти проблемы, нет у государства таких материальных возможностей, чтобы хотя бы полную диспансеризацию люди прошли. И все эти проблемы надо решать. Мы пытаемся даже по этим направлениям какие-то деньги раздобыть, какие-то проекты, чтобы хотя бы образовать людей в этом плане. Благодаря ассоциации женщин и их помощи я создала свою организацию Амилат Ресурскую. Да? У меня там есть работа, но не имея материальной какой-то финансовой базы, очень сложно вообще делать что-то. Да? Тем более то, чем я начала заниматься. Они мне помогают. На их деньги, на их зарплату, на часть, они мне все время выделяют для того, чтобы я могла устраивать какие-то встречи с общественностью, с нашими потрясающими людьми. Боже мой, сколько у нас талантливых людей. Мы издавали газету, но газета постоянно получать поддержку от международных организаций тоже не может. Когда-нибудь она должна переходить на самофинансирование. Мы писали о проблемах детей, о проблемах образования, о проблемах здравоохранения, о проблемах бездомных детей. К сожалению, в Абхазии и эта проблема появилась, которая была не свойственна абхазам, потому что если оставался ребенок-сирота, не было такого, чтобы родственники не взяли этого ребенка. Видимо, потому что люди не обеспечены, они не могут взять на себя теперь это
воспитание детей, остающихся сиротами. У нас нету даже дома для этих детей, приюта, хотя бы какого-то места, куда они могли бы приходить ночевать. И это все порождает то, что дети заболевают, начинается развиваться детская проституция. Это страшно. Мы хотим усилить женщин, то есть дать им осознание своей значимости и понимание того, что женщина ни в чем не уступает мужчине. Она может быть в чем-то иная, может быть, она мыслит иначе, может быть, она видит иначе, но это не значит хуже. Это значит, что просто есть два взгляда, женский и мужской, и они оба должны быть представлены. Сейчас меня уже трудно оторвать будет от моей работы, потому что я понимаю, что это тоже важно. Я хочу сказать, что и дети тоже по-другому стали смотреть на меня. Они уже знают, что это у меня работа, что я уже какие-то вопросы решаю серьезные для нас, для семьи. Нет, я думаю, что это очень изменило и их отношение ко мне. Очень многое можно было бы, наверное, изменить в лучшую сторону и во властных структурах. Вот. И, конечно, нужно было бы, чтобы было больше женщин. Вот. Но, может быть, не нравится кому-то критический взгляд на многие вещи. Но я думаю, что это, наоборот, помогло бы работе и помогло бы выправить некоторые изъяны, которые имеются. Иногда женщина видит то, что не видит мужчина. Не иногда, очень часто так. Ну и, в общем-то, и наоборот. Я думаю, они должны дополнять друг друга. И так же, как семью невозможно создать без женщины, наверное, так же, наверное, и нормальное государство не сможет состояться без женщины. Мы все вспоминаем Леона II, но в то же время нет, да историки вспоминают, например, его мать, которая была хазарской царевной, которая сыграла тоже огромную роль. По сути дела, это ее сын был у истоков абхазской государственности, можно так сказать. Вот. В общем-то, на протяжении всей абхазской истории, там, где есть какие-то хроники, упоминания, об этом можно говорить. Но женщины должны добиваться своего права и должны знать одну вещь. Никогда в жизни никто не уступит своего места. Тем более, когда это касается по гендерному принципу. Это ни в одной стране мира не было, чтобы мужчины просто так из понимания, что равные права должны быть у всех, предоставляли свои места. Вот посмотрите, мировой опыт, да, то есть очень мало женщин во власти. Если вспоминать таких, как Маргарет Тэтчер или Голда Меир или Бандарнейки, но это я бы не сказал, что женщина во власти. Это в принципе женщины, которые приходили во власть в мужской среде и вели себя как мужчины, то есть теряя свои признаки естественные, признаки пола, я бы сказал. То есть они вели себя в мужском обществе как мужчины, поэтому иногда бывали, может быть, более жестокие. Я хочу, чтобы у нас в стране были такие возможности, при которых женщина спокойно могла бы добиваться тех возможностей и прав, которые она, в общем-то, наделена изначально. Активной участницей Ассоциации женщин Абхазии стала Саида Сократовна Аланя. Пришла она в эту организацию, пережив семейную трагедию. Во время Отечественной войны 1992 года в Абхазии, в оккупированном Сухуме, умерла ее дочь Лаура, а позже в июньском наступлении погиб старший сын Астамур. Когда меня Ассоциация женщин пригласила для участия в этих переговорах, я, недолго раздумывая, согласилась, потому что я считаю, что во-первых, под лежачий камень вода не течет, и надо, конечно, все время выходить и на мировое сообщество, и все время делать как-то внешнюю политику, и если от НПО что-то зависит, а от НПО зависит очень многое, потому что мировое сообщество прислушивается к мнению НПО, как бы оно совершенно нейтральное мнение и объективно может судить и о внешней политике, и о внутренней политике. И поэтому я согласилась и решила, что в конце концов мы, женщины, можем очень многое донести.
Делегаты Ассоциации женщин Абхазии, достойно представляя свою республику, посетили Лондон, Белфаст, встречались в МИДе с депутатами английского парламента. Совместные поездки как-то приобщили меня к повседневной жизни, и я поняла, что я могу и должна. Должна, потому что это долг перед моим сыном, который на алтарь Отечества положил все. И поэтому мне казалось, что я просто обязана тоже что-то сделать в этой жизни. Вскоре Саиде Сократовне предложили избираться в органы местного самоуправления в Сухумское городское собрание. Мы ходили по участкам, смотрели, как живет народ, и я все больше и больше понимала, что я правильно сделала, что пошла. Потому что очень много было таких неразрешимых социальных проблем, которые действительно надо решать. И я сразу говорила на своем участке, что я не обещаю вам ничего такого, чего не смогу сделать. Я вам обещаю только то, что мы к любой вашей проблеме сможем грамотно подойти, написать куда-то, решить какой-то вопрос. Но глобальных проблем я, конечно, не решу. В моей программе было больше социальных вопросов. Самый главный вопрос был защита материнства и детства. И еще вопрос, меня беспокоило состояние нашей столицы. Что у нас столица, Сухум, древний город, очень красивый, а он в таком ужасном состоянии. И вот я поставила себе задачу, что мы все-таки приведем город в порядок. Наша героиня, пережив все испытания, нашла себя в работе депутата городского собрания, в активной жизни деловой женщины. Успешно решает общественные дела, прекрасно справляясь с ролью жены, матери, бабушки. Живет для своего сына и внуков. Алхаз в 16 лет поступил в Бауманский институт и сейчас живет и работает в Москве. Глава семейства не против того, что супруга ведет активный образ жизни. Ну, некоторые мужчины говорят, какая там женщина будет нами управлять. Они ошибаются. Почему женщина не может управлять государством? Почему? Если она способна, умная, талантливая. Ну, ой, у нас очень много женщин умные, но не выходят они в народ, и как-то вот они или мужья, может, не пускают их, или родственники близкие. У нас же менталитет абхазский, вы знаете, это зачем наши женщины с юбкой там должна где-то заниматься? Пусть, мол, воспитывает детей или там внуков, внучек. Это неправильно. И должна и внука воспитывать, и заниматься общественной деятельностью. Мужчина должен создать условия, чтобы она могла и там работать, и дома. Все очень просто. Не надо быть гением для того, чтобы вот женщинам дать свободу. Всегда нации обычно, понимаете, особенно древние нации, у них бывает моменты угасания. Просто нам надо не надломившийся дух абхазской женщины, вообще абхазов, просто дать другой стимул, другую надежду. И мы все, мы возродимся, мы уже возрождаемся, все будет нормально.